Казахстан передал эстафету председательства в СНГ Кыргызстану. Путин выступил на заседании ДКБ и призвал Армению и Азербайджан к перемирию. Душанбе и Ташкент договорились о создании новых КПП международного значения. Тинькофф Банк приостановил переводы в иностранной валюте в Таджикистан и ряд других стран. Власти США решили убрать с вооружения самый мощный атомный боезаряд. Казахстан официально передал эстафету председательства в Содружестве независимых государств Кыргызстану. Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании Совета глав правительств стран СНГ в Астане заявил, что все запланированные мероприятия председательства Казахстана в Содружестве независимых государств в 2022 году выполнены в полном объеме, и казахстанская сторона удовлетворена итогами заседания. Глава Кабмина отметила, что заседание Совета впервые в постпандемийный период прошло в очном режиме и стало завершающим мероприятием председательства Казахстана в СНГ. Сегодня состоялся конструктивный диалог по вопросам дальнейшего развития сотрудничества. В очередной раз странами была подтверждена приверженность укреплению многостороннего взаимодействия в рамках Содружества. Были также обсуждены совместные шаги по достижению общих целей на внешнеэкономическом треке, сказал Смаилов. По его словам, в целях углубления торгово-экономического сотрудничества на пространстве СНГ решено завершить проект соглашения о свободной торговле и услугами, учреждения деятельности и осуществления инвестиций. Президент России Владимир Путин выступил на саммите Организации Дугова о коллективной безопасности, который проходит в онлайн-формате. Он заявил, что Россия всегда поддерживала Армению в вопросах безопасности. По его словам, Россия делает все возможное, чтобы наладить отношения Армении и Азербайджана. Он напомнил, что у этих стран, входившие ранее в СССР, остается много взаимосвязей. Мы, конечно, не можем оставаться в стороне от проблем и противоречий между близкими для России государствами и неизменно готовы способствовать их мирному разрешению, сказал президент. Владимир Путин подчеркнул, что единственный путь к миру – неукоснительное соблюдение сторонами совместных заявлений. Путем делимитации армяно-азербайджанской границы, разблокирования коммуникации, решения гуманитарных вопросов можно добиться нормализации отношений Армении с Азербайджаном, заявил российский лидер. Душанбе и Ташкент договорились о создании новых контрольно-пропускных пунктов международного значения, сообщили агентству Ховар в посольстве Таджикистана в Узбекистане. Вопросы укрепления таможенного сотрудничества между странами обсудили в Ташкенте посол Таджикистана в Узбекистане Абдуджабор Ахманзода и первый зампред Государственного таможенного комитета Узбекистана Ильхом Мухторов. Стороны договорились обновить работу пункта пропуска Бекабод на таджикско-узбекской границе. Этот пункт пересечения находится в районе Спитамин Сагдийской области Таджикистана. Через него можно попасть в Ташкентскую область Узбекистана. Отмечается, что там должна увеличиться пропускная способность приема трафика. Кроме того, стороны выразили заинтересованность в расширении сотрудничества между соответствующими структурами двух стран. Они представили конкретные предложения по усилению эффективной деятельности таможенных служб в перевозке товаров и продукции. На встрече также поднимался вопрос ускорения процедуры таможенного досмотра и недопущения блокирования транспортных средств в пунктах пропуска на границе. Тинькофф Банк приостановил отправку SWIFT-переводов в Грузию, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Монголию. Об этом сообщается на сайте кредитной организации. В сообщении говорится, что в страны, которым приостановлены переводы в доллары и евро, отныне денежные переводы из России можно осуществить лишь в рублях. Это коснется десятки тысяч трудовых мигрантов из Таджикистана и Кыргызстана, которые до сих пор пользовались Тинькофф Банк для осуществления переводов на родину свои заработанные деньги в иностранной валюте. Сейчас доступны SWIFT-переводы в долларах или евро в некоторые банки Азербайджана, Армении, Узбекистана и Китая. Переводы в других иностранных валютах и в другие страны пока не выполняем, заявили в банке. Рубли же, в свою очередь, можно переводить только в Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан через SWIFT по номеру телефона, номеру карты или реквизитам счета. Входящие SWIFT-переводы также возможны из Армении, Азербайджана и Узбекистана.
В конце сентября, после объявления частичной военной мобилизации, в России Тинькофф Банк и ВТБ зафиксировали рост числа трансграничных переводов в страны ближнего зарубежья через свои сервисы международных переводов. По словам представителя Тинькофф Банка, самой популярной страной по объему переводов по номеру телефона стал Узбекистан, на втором месте Таджикистан. Власти США решили убрать с вооружения самый мощный атомный боезаряд гравитационную бомбу Б-83-1. В Пентагоне объяснили это высокими расходами на обслуживание мегатонной бомбы, а также ограничениями ее потенциала. Об этом говорится в стратегии национальной обороны США. В документе говорится, что Пентагон разрабатывает новые средства для поражения укрепленных и сильно загубленных целей. Кроме того, мы аннулируем программу производства ядерной крылатой ракеты морского базирования, отмечается в документе. США сообщили о планах снять с вооружения термоядерную мегатонную бомбу Б-83-1, которая находилась на вооружении с 1983 года еще 6 лет назад. Ее максимальная мощность составляет 1,2 мегатонны в тротиловом эквиваленте. Эта бомба в 100 раз мощнее той, что была сброшена на Хиросиму. Б-83 может уничтожать подземные бункеры. Она заглубляется в грунт на 30 метров и только после этого взрывается.